чтобы гимн наш звучал. Мяч едва касается свежего покрытия, а игра уже переходит в острую фазу. Этого матча на новом поле челнинские ребята ждали с прошлого года, когда на этом месте был заложен первый крытый футбольный манеж республики. Очень высокая трава, очень большое поле и очень хорошее покрытие. Идея строительства таких площадок, где татарстанцы смогут заниматься футболом не только летом, а постоянно, родилась у Рустама Минниханова еще во время футбольного мундиаля. На чемпионате мира, когда команда Исландии дала такой бой ведущим футбольным державам. И я себе тоже задал вопрос, как может страна, которая располагается не в Латинской Америке, достаточно такой климатической зоне, где круглый год в футбол играть невозможно. Оказывается, они построили очень много манежей. А главная зона этого манежа, конечно, вот это футбольное поле. По международным стандартам его размеры 45 на 90 метров. Покрытие – искусственный газон с резиновой крошкой, рассчитанный как для тренировок, так и для полноценных игр. Мы долго этот манеж ждали. Я очень рад, что его построили. Не только я рад, и мои коллеги, и родители. Этот крытый манеж первый такой в республике. В этом году к столетию ТАССР откроются еще 3 в Казани и Нижнекамске. На новоселье все-таки с пустыми руками не приходят. Наша компания КАМАЗ сегодня привезла и оставляет вам подарок. Автобус «Бравис», который оборудован всем необходимым для перевозки детей. А здесь круглый год можно будет заниматься не футболом, а хоккеем и фигурным катанием. В Челнах новый крытый каток с искусственным льдом. Ледовый очень красивый, раздевалки качественные. Качество отличное, лед плотный, претензий нет. Ледовую арену построили всего за несколько месяцев, а уже сейчас здесь начинают заниматься 600 ребят из местной спортивной школы. Спорт в Челнах теперь круглый год, а спортивные достижения – дело времени. И каток, и манеж должны воспитать новые поколения выдающихся спортсменов. Арамиль Шайдуль, Надырмин Дубаев, ТНВ, Набережные Челны.